Стакан покрепче привяжи. Ничего не забыли? Осторожней, осторожней! Скоро в путь? Иди спроси у караван-баши. А вы что, на прогулку едете, джигиты? Отец, я с ребятами попрощаюсь. Беги, Аман, беги. Ну, доченька, собралась, ничего не забыла. В первый раз увидишь ярмарку. Все собрала. Сейчас пойду принесу. Поторопись, дочка. Чему смеешься? Совсем одурел от радости. Хороший чурек. На, пожелай каравану доброго пути. Караван-баши, вот вам. Спасибо. Пусть будет легок ваш путь, и во всем будет удача. Дорога не близкая. Путь добрый, пусть невзгоды и печали минуют вас в пути. Аминь. Все готово. Поднимайте верблюдов. Караван, путь. Я Айгуль поехала. Я Айгуль. Только радоваться надо. Было ли это, не было? В далекие-далекие времена, когда ходили по земле караваны. Когда водились еще в туркменских краях девы, свирепые и добрые. Жил, говорят, купец по имени Мамед. И были у него дочь Айгуль и сын Аман. Айгуль, что с тобой? Ты спишь, что ли? Отец! Курбан! Айгуль умерла! Что болтаешь? Разве может молодая умереть? Я живу уже вон сколько, и то еще не думаю умирать. Ой, и правда бледная. Айгуль, ты что пугаешь? Пошутила и хватит. Люди, остановитесь! Пусти. Что с тобой, дочка? Айгуль? Слышал? Умерла. Слишком нежная, как настоящая Перри. Дочка, ты жива. Жива. Сама не знаю, что со мной. Чем дальше уезжаем от дома, от могилы матери, что-то происходит со мной. Как будто не пускает. Держит кто-то. Айгуль, скажи, что мне надо сделать? Как помочь тебе? Вернемся, отец. Назови любое желание.
Все я исполню. Подтолкните только арбу назад. Чуть-чуть. И это твое желание? Эй, Курбан! Ага. Ага. Доченька, получше? Получше. Я же так хотела увидеть другие страны. Только в сказках о них читала. И Аман ведь тоже. Очень хотел эти страны увидеть. А теперь, как видно, уже не придется. Не печалься, увидишь, увидишь. Ага. Эй, Курбан, давай, давай. Чего это они осла назад толкают? Сейчас узнаем, что там у них. Момент! Момент! Это что же, момент? Может быть, и всему каравану вот так идти вспять? Разве это дело брать с собой в дальний путь мальчишку и дочь? Не знаю, что с ней. Хотя дочь твоя и грамотная, но такая же хрупкая, как все девушки на свете. Дети должны сидеть дома и ждать возвращения отца, как это было испокон веку. А вот по земле скитаться — это наш мужской удел. И сам понимаю. Мои дети, кроме родного аула, не бывали нигде. Думаю, повезу их. Пусть посмотрят, как живут люди на белом свете. Да и дочь одну без присмотра оставлять нельзя. А может быть, все-таки оставишь? Нельзя. А вдруг что-нибудь случится? Помните, как пропала дочь старого Тага, Гюль-Джамал? Куда она исчезла? Нет ее. Девы унесли. Из соседнего аула девушка Айгуль тоже пропала. Верно. Красавица выросла такой. Где она? Нет. Нет ее. Да отсохнет твой язык! Ну, решай. Надо ехать. Отец! Айгуль уже улыбается! Ей понравилось ехать назад! Я еще ее немножко покатаю! Ну, пошел! Вот так! Вот, хорошо! Вот. Эй, Курбан! А? Возвращайтесь. Ага. Отвезешь ее в аул. Ага. Отец! Она поедет в аул, а я с тобой. Нет, сынок, теперь ты в доме останешься за старшего. Ты мужчина, присматривай за своей сестрой. Будь ей защитником и опорой. Опа. Скоро отправимся в путь. Надо торопиться, а ты поезжай вперед, предупреди людей. Ты не огорчайся, сынок. На ярмарке в другой раз побываешь. Береги сестру. Надеюсь, вернется домой поправиться. Для всех родной дом лучшее лекарство. Молодец. Быстро пролетит время. Прочтете сказку другую, и я вернусь с ярмарки и привезу подарки. Что у нас есть? Ты привозил нам в прошлый раз. Отец, оставайся и ты дома. Если дома я останусь, то товара не продам. А это нельзя. А купят товар, я привезу коралл и бирюзу. А хочешь янтарь, агаты, сердолик. Привези мне бисера серебристого. Хорошо? Мне нужно всего лишь горсточку. Почему серебристого? Бисер я тебе привезу из чистого золота. Нужен для вышивки только серебристый.
будет серебристый. Самый серебристый из серебристых. А мне что привезешь? Хочешь красные сапожки? Ага. А эти Чукаи Курбану отдашь. Ну иди, сынок, погоняй. Иди. Хозяин! Хозяин, они мне малы будут. Ступай, ступай, и тебе что-нибудь привезу. И я в аул вернусь. Что-то у меня вдруг сердце заболело. Эй, Еламан, ты что, забыл, где у тебя сердце? Здесь оно. Ой, я перепутал. А ты, Кармерген, у тебя что болит? Твой друг, как видишь, испугался. А ты, может, с нами поедешь? Не могу своего друга оставить. Эй, Курбан, смотри в оба, Зайгуль. Если что случится, не сносить тебе головы. Эй, проезжайте, проезжайте. А ты куда? Иди своей дорогой, не мешай. Иди. Хорошо, что эти бездельники, Еламан и Карамерген вернулись в аул, и пусть теперь ничто не остановит наш караван в пути. И то правда. И пусть, как ветер в песках, как поток в горах, как вихрь и буря, мчится время. И пусть идет караван потихоньку, полегоньку, через пустыни и степи. И жил, говорят, в одном из горных аулов пастух Мурат, и пас он хозяйских верблюдов. И вдруг однажды Продай-ка мне одного верблюда. Заплачу хорошо. Чистым золотом заплачу. А? Ты знаешь мое имя? Бери. Бери. До конца жизни трать не истратишь. Тебя хозяин прислал? Хозяин. Это не мои. Его верблюды. Бери, смелее. Развязывай. Столько золота за верблюда? Мало может. Насыплю сполна. Все это золото твое, а вот верблюдица это моя. Нет, верблюдицу хозяин не продаст ни за какое золото. Что так? За ней могут уйти верблюды. Ведь она родоначальница стада. Послушай, ты все-таки скажи, кто прислал тебя? И откуда ты сам? А ты честный, это мне нравится.
Если хочешь, из остальных выбирай любого. Вот что, пастух, я решил подарить тебе коня, моего верного Агуша. Такого коня ни у кого больше нет. Жаль расставаться, но сказал слово, сдержу, он твой. Бери. Агуш? Агуш? Но почему ты зовешь его Агушем? Он же не белый, вороной. Ты сядешь, станет белым. Агуш, служи новому хозяину, но не забывай меня. Хозяин твой будет доволен. Куда? Куда? Стойте! Стойте! Стой, стой! Не дам уводить верблюдов! Прочь с дороги! Не уводи! Прочь! Батрак! Отстань! Хозяин убьет меня! Ты злой человек! Злой! Нет! Нет! Пошел прочь! Сколько можно повторять? Знай, с кем связываться! Айгуль, зачем ты достала свое приданое? За кого ты выходишь замуж? За Карамергена или за Еламана? Я ни за кого из них не выйду. Не хочешь замуж? Почему? Все девушки уходят замуж. Не хочу я лишь бы за кого замуж выходить. Я хочу за самого справедливого, храброго, честного, доброго. А есть такой? Не знаю. Где-нибудь да есть такой. Выходи за меня! Я справедливый, храбрый, честный, добрый. Но тогда не я тебя, а ты меня станешь слушаться. Хвостунишка, ой, ты хвостунишка. И твоя невеста где-нибудь да есть. Когда подрастешь, встретишь ее. Она будет лучше всех на свете. Здравствуй, Айгуль. Твоя книга в целости и сохранности. Спасибо, мальчики. Хорошо, что скоро вернулась. Это я наколдовал. Будем слушать сказки? Конечно. Ты нам почитай про храброго воина. Нет, про скатерть. Ну, скатерть-самобранку.
Она сама знает, про что надо читать. Не спорьте. Про все буду читать. Айгуль, прочти, пожалуйста, новую сказку. Хорошо. Вот как надо. Читай новую сказку. Прочту. Как ветер в песках, как поток в горах, как вихрь и буря, мчится время. А караван идет через пустыни и степи, пересекает дороги и реки. Вот на пути встретился им стройный и прекрасный юноша. Достойно поклонился и предложил отведать сочных, душистых плодов. Опять он здесь. Не надо отвлекаться, Керим. Куда ты смотришь, Мирали? Я там ничего не вижу стоящего внимания. Путешественники с радостью приняли угощение. Ну что он мешается? Там никого нету. Поняли? Отдохнув немного, путники с юношей попрощались, и караван вновь отправился в путь. Уходи отсюда! Слушай, Ламан, все равно Айгуль не пойдет за тебя замуж. И пусть твой отец больше не присылает сватов. Это мы не у тебя спросим. Но тут им преградила путь огромная, как дракон, змея, и проговорила она. Эй, Мурза, Керим, а ну-ка идите сюда, скорей, скорей. Да ну тебя! Огромная, как дракон, змея, и проговорила она. Кому сказал? Вы что, приросли к этому месту? Да, приросли. Нам тут интересно. А может, там золото закопано, и вы стережете его, а? Ага, закопано. И вышел вперед сын одного купца и сказал: веди меня, я пойду вслед за тобой. Сколько можно сказки читать? Не надоело? Уйди, Карамирген, она за тебя не пойдет. Она выйдет за самого красивого. Но, а я чем не красив? А? Она выйдет за самого храброго. Ну, а я кого боюсь? Уж не тебя ли будущий родственничек? Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Я тебя приласкаю, ну? Айгуль не пойдет за такого. Ее жених будет другой. Ну, какой? Где она лучше найдет? Он будет такой. Он придет вон оттуда.
Сидите! Ничего не дам! Убирайтесь! Ничего не дам! Убирайтесь! Подайте больным и несчастным! Уважаемый, все распродал. Пора в путь. Езжайте, а я вас догоню. Мне еще надо детям подарки купить. Дочка бисер просила. Бисер? Не видел, где продают? Вон там, во втором ряду. Айгуль серебристый просила. Айгуль твоя большая искусница. Бисера на вышивку для платья не хватило. А как же я без него вернусь домой? Ты покупай, а мы пойдем потихоньку. Я быстро кровать пошли. Обокрали! Обокрали! Люди добрые, серебристый бисер украли! Да будет проклят тот вор, кто позарился на мой товар! Смотри, какой. Не нравится, а может, этот тебе подойдет? Да-да, этот мне. На, и дай мне серебристого бисера. Только серебристого. Да, хорошо. Где? Бисер. Тогда возьмите вот этого синего, а лучше. Дочка просила привезти серебристый бисер. Знаешь что, ты возьми вот этот, он красивее. И вот прекрасный бисер. А люди! Я ему пержу одно, он мне другое. Мне нужен серебристый бисер. Давай, давай. Расшумелся. На, собирай свои деньги, не нужны. Еще давай. На, еще. Только стань, уходи. Надоел. Усы какие на внучке, нравятся? Покупай. Мне нужен серебристый бисер. Весь базар обошел, нет. У тебя нет, уважаемый? Нет, все время им торговали. А сегодня вдруг у всех пропал. Другого цвета выбирай любой, если хочешь. Это у тебя серебристый бисер? Это? Что грустишь, купец? Хочешь, подскажу, где есть то, что ты ищешь? Правда? Где? Пойду за ним, хоть на край света. Дочке нужен серебристый бисер. Платье вышивает. Горсточку бисера. Она у меня мастерица. Как же я огорчу свою Айгуль. Айгуль? Айгуль. Свет луны. Свет? Красивое имя у твоей дочери. Красивое. У моего брата есть бисер серебристый. А как найти? Смотри, вот дорога. Дорога. А тут гора. В горе пещера. Там мой брат. Знаешь что, я сейчас повторю, а ты проверь. Вот дорога. Тут пещера. А в пещере твой брат, правильно?
Хочешь плыть в добрый путь? Неспроста яблочко, словно живое, заторопилось куда-то. Неспроста вдруг налилось, покраснело. Это же не мое. Зачем я позарился на чужое? Эй, хозяин! Хозяин! Здесь есть кто-нибудь? Что? Кто? Добрый день. Счастья и удачи вам. Извините, это не с вашей ли яблони упала в речку? Из-за какого-то пустяка людей беспокоишь. А ты что за птица? Судя по виду, не такая уж важная. Угу. Я пастух. Угу. Мой халат от отца мне достался. Его еще носить можно. Я честный человек. Чужого не возьму. Я давно ищу пропавших верблюдов. Вижу, плывет яблоко. Я поднял и надкусил его, не подумавши. Оно такое было вкусное. Ты говоришь, честный, чужого не возьмешь, да? Ну разве это твое яблоко, а? Не мое оно. Вот потому-то я и пришел, чтобы искупить свою вину. Так я тебе и поверил. Я не обманываю. Нет, ты пришел узнать, нельзя ли тебе его доесть. Я знаю. Зачем ты принес этот огрызок? Меня ты не обманешь. Ты пришел, чтобы получше все высмотреть, что где не так лежит. Честный человек всегда помнит пословицу: не бери то, чего не оставлял. Да-да. Ну хватит мне с тобой болтать. Заморочил мне голову. А в доме дел полным-полно. Проваливай! Не благодари судьбу, что так легко отделался.
Мне надо идти. Иди. Разве кто-то держит тебя? Иди туда, куда шел. Ты меня держишь, а мне надо идти. Я должен обойти всю степь и горы. И то, что пропало, найти. Отпусти. Что у тебя за книга? Ты что, умеешь читать? Прочти, что там написано. Загадки тут. Попробуй, отгадай. Ну-ка. Кто на мою голову с неба свалился? Не знаю, кто же? Ты. Я? Да. Ağışığım, doğrışığım, kurban zani yarın yanı, тиди-трей, тиди-трей. Песенки про любовь поешь? Бездельник. За что мне такое наказание? Уж лучше я буду сторожить табун лошадей и 200 баранов, чем хозяйскую дочку на выданье. Видим, видим, как сторожишь. Свое место забыл. За что? За что? А ты не знаешь за что. Это ты так выполняешь наказ своего хозяина, а? Беги, беги, прогони. Эй, тельпек свой забыл. Хозяин вернется, голову оторвет. Мое яблоко к тебе приплыло? Наглец, опять ты здесь. И, конечно, с яблочком пришел. Стой, 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 стой. Куда, куда, куда? Не уходи, не уходи, не уходи. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Стой. Ты не туда пошел, иди сюда, сюда, иди. Ступай-ка, друг, поработай на винограднике, раз пришел. Делом лучше займись. На, лопату возьми. И работай до 7-го пота. Видно, человек ты добрый. Помоги мне. Вот шкуру хочу купить. Нужно проверить, много ли дырок. Ну-ка, залезай в нее. Ну, сейчас. Вот. Вяжи! Вяжи его! Вот. Поднимай.
Ну что, поджарим? Или пусть повисит, подсушится? Эй! Что? А может, воду бросим? Его-то? Ага. Слушай, давай поладим по-хорошему. Уходи туда, откуда пришел. Раз и навсегда забудь мою Айгуль. А? Почему твою мою? Я поклялся быть ей хозяйкой в моем доме. Мой дом богаче. Не будет по-вашему. Тогда мы тебя в яму бросим. И никто тебя искать не будет. Кому ты, оборванец, нужен? Кому я нужен, говорите? Я нужен, чтобы вас приручить. Такой, как ты, Айгуль не нужен. Отпусти меня. И такой, как ты, тоже. Не надо! Не надо! О, Дев, повелитель девов, только не губи меня, несчастного. Бисер нужен мне. Немного, горсточку всего. Дочка просила. Нет, нет, не подходи, я сейчас. Я уйду. Я ошибся дорогой. Прости, не туда попал. Я перепутал. На ярмарке обманули. Меня он обманул. В пещере есть, сказал у брата бисер. Так я могу уйти, а? Отпусти. Тебе слово даю, что забуду дорогу сюда. Только не гневайся. Ты отпусти меня. Отпусти. Ноги мои не идут. Не насылай на меня смерть, смилуйся надо мною, Дев. Дай ему то, что он просит.
Сколько? Целый мешок принес. Дочь будет рада. Спасибо. Она всю жизнь благодарить тебя будет. Где я столько бисера взял, никогда никому не скажу. Как обещал, сдержу свое слово. Навсегда забуду дорогу сюда. Буду до самой своей смерти помнить твою доброту. Мешок бисера серебристого. Ни разу в жизни не видел столько бисера. Ой! Ты думаешь, я ему позволю просто так унести мешок бисера? Мне нужна его дочь, Айгуль ее имя. Она пополнит наше богатство. Что уставился? Ступай на место! Иди, сторожи! Дев, повелитель Дев. Как ты играешь прекрасно. Где бы я ни был, какие мне не встретятся препятствия, но звуки твоего гапуза приведут меня к тебе, Айгуль. Я их всегда услышу. Да, звук летит далеко. Я бы и сама за ним помчалась. Но непонятная болезнь однажды свалила меня, как только я отъехала от родного дома. Теперь я боюсь и на 2 шага отлучиться от аула. А ты ничего не бойся. Как хотел бы я вылечить тебя. Я бы передал тебе всю свою силу, все свое здоровье. Ой, какой стыд. Это такое твое лечение, да?
Ты пришла. Тебе так идет этот наряд? Девушки, лучше тебя я в жизни не встречал. И не встречу. Ты мне веришь? Не знаю. Я правду говорю. Айгуль. Отгадай загадку, кто из юношей не отступится от девушки, если она тут же поверит ему? Кроме меня никто. Караван вернулся! Люди, встречайте! Наконец-то! Хозяин вернулся! Хозяин! Хозяин вернулся! Какая радость! Какая радость! Как мои дети? Живы-здоровы? Да, хозяин! Возьми. Хозяин! Возьми! Курбан, кто это? Работник! Дармовой работник! Я нашел! Дармовой, говоришь? Хвалю, хвалю. Отец! Отец! Ох, заждались, родные мои, доченька, сынок. Я не забыл, что тебе обещал. Держи подарок. Да, доволен. И тебя, моя дочка, я, конечно, тоже порадую. Спасибо тебе. Побегу, чай поставлю. Ставь, сейчас приду. Эй, Курбан! Я здесь, хозяин. Займись грузом. Слушай, хозяин. Теперь незачем тебе одному мучиться. Ты себе позови в помощь нашего нового батрака. Конечно, позову. Пусть поработает. Эй, Мурат, иди сюда. Фу. Даже страшно вспомнить, что пришлось пережить ради этого бисера. А? С трудом догнал караван. А может, во сне мне все это приснилось? Зато я целый мешок серебристого бисера привез тебе, дочка. Зачем так много, отец? Много? Лишнего у купца не бывает. Возьмешь сколько надо, остальное продам. Только вот почем? Нет цены моему страху. Хозяин! Хозяин! Мешок пустой, только несколько штучек на дне осталось. Что? Не может быть. Пустой. Это не тот мешок, болван!
Это ты все рассыпал! Ай! Может быть, в нем где-нибудь дырка есть? Это мыши прогрызли. Беда, ой, беда. Ой, хозяин. Что ты плетешься за мной? Убирайся с глаз моих! Вот все, что осталось, дочка. Не печалься, отец. Главное, что ты вернулся. А бисера как раз хватит. Я рад, что хватит. Доченька! Что это? О, Аллах! Неужели конец света пришел? О, Аллах, спаси и помилуй, не дай погибнуть, пощади. Отец! Какая-то сила уносит! Не погуби, спаси и помилуй. Бежим! Оставьте это! Бежим! Люди! Бегите! Спасайтесь, люди! Люди! Как придет люди! Бегите! Спасайтесь!
духа твоего не осталось. Прочь, прочь, сгинь, сгинь, и чтоб духа твоего не осталось. Где-то вихрем мчалось время, а в нашем ауле ползло черепахой. Где-то был мир и покой, радость. А здесь словно остановилась жизнь. Уходите, уходите. Хозяину покой нужен. Хозяину нужен покой. Идите, идите. Пусть только Мамед Ага скажет. Отдаст он за меня Айгуль. Тогда стану искать ее. Если не отдаст, ну зачем мне? Для кого-то спасать Айгуль. А если Иламан спасет Айгуль, а Мамед Ага не отдаст Айгуль за него, так, может, за меня отдаст? Ай! Не отдадут за тебя! Айгуль! За меня отдадут! За меня! За меня! Айгуль, где моя сестра? Не отдам! Не отдам! Моя будет Айгуль! Моя! Не отдам! Я спасу ее! Я спасу ее! Я спасу ее! Не отдам! Не отдам! Не отдам! Он весь наш аул разорил. Ну и силище у него. Ты что, боишься? Можешь не ходить. Я как все. Ну что, идем? Подожди. Может, кто боится? Я ничего не боюсь. Тогда ждать больше некого. Держи книгу. А мне давай палку. Пошли. Идем, идем! Верблюды нашлись, верблюды! Куда скачешь, Дэв? Остановись! Я должен сразиться с тобой! Сейчас сила на твоей стороне. Ты людям много горя принес. Но придет день, и ты будешь повержен. Ты здесь.
Сидел бы лучше дома. Всю дорогу спит на ходу, словно бай на широкой постели. Смотри, Дэв, где? Отдай палку. Смейтесь, смейтесь, я вам это припомню. Замрите! Смотрите, кобра! Пошли в обход. Не пускает. Не уходит. Что будем делать, а? У меня есть кусочек халвы. Змея никогда не ест халву. Она мышей толстых любит. Что ты на меня смотришь? Ну что ты злишься, змея? Чем мы тебе помешали? Хочешь греться на солнышке? Грейся. Мы же ничего плохого тебе не сделали. Пропусти. Зря не уговоришь. А помните, Айгуль нам читала, что доброе слово даже змея услышит? Верно. Не злись, ты хорошая. Послушай, может быть, у тебя тоже есть где-нибудь сестра, как у меня? Ты должна нас понять, змея, и пропустить. Сейчас кинется. Ой! Мою сестру похитил Дэв. Надо нам спасти ее. Чем тут шипеть, ты бы лучше нам помогла. Ой, смотрите, у нее хвост прижат. Да она как в западне. Оттого и такая злая. Тогда пошли, чего стоять. Зря только боялись и дрожали. Она теперь не страшна. Ты что? Ее надо освободить. Поднимайте. Выше. Выше. Поползла. Ты пришел. Я ждала. Знала, что ты придешь. Мурат! Мурат, это ты? Да! Это я! Тише, не кричи. Где ты? Я здесь. Только не называй имени моего. Вдруг кто-нибудь услышит. Я тут всего боюсь. Теперь уже не бойся. Я пришел освободить тебя. Я сейчас, подожди.
Держи! Конец веревки! Крепче крепи за камень! И спускайся скорей! Спускайся! Ну что же ты? Что случилось? Я боюсь. Смелее! Смелее! А может мне подняться и помочь тебе? Нет, нет, я сама. Ты кто? Я Мурат. Нет, ты не Мурат, не Мурат, ты обманщик. Где мой Мурат? Я думала, это он пришел. А где он? Это я тебя спрашиваю, где он? Не знаю. А может, Дев, мой мучитель, подослал тебя? Не кричи, услышит. 3 года. Каждый день он заставляет меня умирать и вновь воскресает на муки. Дай мне сказать. В чем ты меня обвиняешь? Ну зачем мне обманывать тебя? Разве я виноват, что и меня отец с матерью назвали Мурадом? Что и у меня Дев украл невесту? Так может, твою невесту зовут так же, как и меня? Нет. У нее другое имя. Самое лучшее из всех. Но ты еще не узнал, как зовут меня. Лунный свет. Она так же прекрасна, как луна. Вот как ее зовут. А мое имя Гуль-Джамал. Значит, цветок. Ну что ж, прощай. Гуль-Джамал, а ты не видела Айгуль? Где злой Дев прячет ее? Айгуль? У Дева других пленниц нет. Как нет? А где же Айгуль? Не знаю. Ищи ее! Эй, Гуль-Джамал, куда ты? Спускайся! Спускайся! Зачем же ты возвращаешься к Деву? Как зачем? Ты же не за мной пришел. Буду ждать своего Мурада, пока не умру здесь от горя. Гюльджамал! Спускайся! Я сначала помогу тебе и пойду дальше искать мою возлюбленную Айгуль. Твой Мурад тоже где-то ищет тебя. Он, наверное, как и я, заблудился где-то в пути. Айгуль твоя, она для тебя самая красивая, да? Самая добрая, умная, да? Где ты видела ее? Она жива? Умереть она не может, если у нее есть такой, как ты. Должна дождаться. Почему ты не хочешь, чтобы я сейчас... Мурат, лучше я сама помогу тебе. Слушай меня. Ты спрячься здесь где-нибудь. А вернется Дев, я постараюсь как-то выспросить у него, где твоя Айгуль. Ведь Девы знают друг друга. А этот Дев не умертвит тебя? Я же сказала, он каждый раз вновь возвращает меня к жизни. Спрячься и жди! Каких только нет ухищрений у зла, наделенного колдовскою силою, каких только страданий не придумано. Но во все времена не это удивляло людей, а другой. Как разгадываются коварные хитросплетения, откуда берутся у простого смертного волшебные силы, даже если на победу нет никакой надежды. Девушки, почему нас здесь приковали? Сейчас снова, как и в тот раз, я теряю силы. Мне совсем нельзя покидать родной аул. Хочу домой.
Ты плачь. Плачь, тебе станет легче. Плачь. Не то прискачет злой-призлой Дев. И если бисера не будет, то... Прискачет? И что? Пусть прискачет. Я не хочу плакать. И не буду. Смотрите, очаг дымится. Туда заходить не надо. Пройдем мимо, вот и все. А может, там живет кто-то? Может, Чабан? Ну где же его овцы? Нету. А вдруг он нам скажет, где найти Дева? Ты ведь не знаешь, и ты тоже. А кто пойдет? Кинем жребий. Не надо. Мою сестру унес Дев, а не вашу. Так что пойду я. А вы ждите. Аман, если что, зови нас на помощь. Салам алейкум. Доброго здоровья и долголетия. Кто там еще? Ой, кто это тревожит меня? Никакого покоя. Стой! Ты как сюда попал? Зачем пожаловал? Ай, что тебе от меня надо? Ай, никакого уважения к моим годам. Я уважаю, только разве тебе не надоело тут жить вдали от людей? И разве ты не обрадовалась гостю? И ты еще сомневаешься, а? В моем гостеприимстве, а? Сомневаешься? Боишься? Нет. Не боишься? Вырви из моей головы все волосы! Надоело ходить лохматой! Хорошо. Вытащи всю шерсть из моего одеяла и разметай по ветру! Хорошо, могу и это сделать, только не один, а с товарищами, чтоб побыстрей. Пойми, уважаемый, нам некогда, у нас нет времени. У нас нет времени. Товарищи? А что это за товарищи? Эй, идите сюда! Сюда идите! Не бойтесь, она добрая.
Что это? Неужели Айгуль отшельница? А помните, о ней читала наша Айгуль? Да, отшельница. Захочет добрая, захочет злая. Идемте. Из сказки она веселой была. И была молодой. Ее тоже злой Дев утащил. Она там всю жизнь плакала. Слезы превращались в алмазы, драгоценные камушки, бисер. А когда все глаза выплакала, старой стала, Дев прогнал ее. С тех пор живет отшельницей. Даже имя свое забыла. Зеркальце и гребешок. Она что, злится? Да, злюсь. Мы так не договаривались. А? Да, ты снарядился как воин. Доспехи, оружие. А что? Дев, как только увидит тебя, испугается. И в тот же момент испустит дух. А как же? Он! Не буду больше! Исчез. Эй, Джигит, вставай, поехали. Нет, нет. Ой. Поехали. Нет. Не хочешь, как знаешь. Не буду, не буду, не буду. Эй, куда ты? Дев там. Ну, нравится? Ну ладно, говорите.
Зачем пришли? Мы идем спасать мою сестру, ее унес Дев. А дороги не знаем. Дорогу? Дорогу-то не всякий отыщет. Главное, попробуйте проникнуть в пещеру. Только незаметно и тихо. Значит, в пещеру? Да. А почему незаметно? Чуткие ступени и колокольцы к ним землю прошли. Из-под земли к ним тянутся невидимые нити. Подскажите дорогу. Это сейчас для нас самое важное. Подскажите. Не подскажете, погибнем. Неужели вам совсем не жалко нас? Мы еще такие маленькие. Если маленькие, возвращайтесь домой, пока целы. И будем мы лежать мертвые. В степи всегда отыщутся звери и птички, которые сумеют похоронить вас. Энеджан, но мы же выполнили ваше задание. Идите к Черной горе. Энеджан, спасибо, спасибо. Пошли, ребята! Только не забудьте о пещере и колокольцах. Что ты мечешься? Иди ко мне. Иди. Кис-кис-кис. Вот так. Успокойся. Тише, тише. Тише, я поняла. Дев возвращается. Вот и хорошо. Не надо волноваться. Это я! Юджамал, где ты? Ну, решила? Никогда я не буду твоей женой. Я невеста моего возлюбленного Мурада. Станешь женой моей, и все, что ты здесь видишь, твое. Все эти несметные сокровища от пещеры до крепости будут не только мои, но и твои. Принимай подарки. Вот первый. Второй, нет, это мне. Вот, мало? Вот еще! Еще! Согласна быть женой мне? У тебя будет власть, у тебя будет богатство. Это тебе власть, богатство. Зачем тебе столько всего? А что? Что бы ты хотела, говори. Я свободы хочу. Отпусти меня. Нет, нет. Опять за свое? Тогда ты снова будешь наказана, и все останется как есть, пока не согласишься.
Подожди, дай мне немного подумать. Можно я сегодня умру сама? Потом очнусь и отвечу. Хорошо. Иди. Как тебя зовут? Не помню. Кажется, лунный свет. Ты тоже Айгуль? Я все забыла. Пройдет время, и я, наверное, тоже, как она, забуду, кто я, откуда родом. Забуду имя мое, отца, брата. Неужели забуду и того, кто поцеловал меня, пастуха Мурада? Нет, не будет этого. Не будет. Девушки, нельзя нам отчаиваться. Знаете что? Давайте отгадывать загадки. Что такое без языка, а говорит? Без ног, а бежит. Как же это называется? Может быть, это такой мокрый, прозрачный, бежит в моем ауле, журчит, с гор спускается в долину. Ну, вспоминайте, вспоминайте. Это забыла, все забыла. А это что? Жевать не жую, а все пожираю. Всю жизнь ем, а с голоду умираю. Что же это такое? Может быть, это что под нашим казаном горит? Еще загадка. В небе родился, в земле схоронился. Наверное, это его зовут, его ждут. А придет, прятаться начнут. Устал я. Не хнычь. Отдохнем, ребят. Отдыхал уже, Эта хватит. черная гора где-то тут должна быть. Сейчас бы скатерть, сачак, самобранку. Пить хочу. Во рту пересохло. Все хотят. Терпи. Все, не пойду дальше. Подсадите меня. Ну что, не видно? Ребята, колодец! Где? Бежим! Скорей! Давай руку. Там ничего не видно. А как достать воду? Да подожди ты, там, наверное, воды-то и нет, вся высохла. Надо бросить камень, вот и все.
Дайте я брошу, я брошу! Отойдите, отойдите от колодца! Чего ты боишься? А может там Дев? Вдруг выскочит? Да ну тебя! Бросай! Бросаю! Вот это да! Может, это и есть вход в пещеру? Ты что смеешься? А ты-то сам какой! Ну ты еще Эй, змея! Та самая! Бежим за ней! Она нам путь указывает! Правильно. Вы все вспомнили, все разгадали. А теперь последнее. Что бьют палками, мнут камнями, жгут огнем, режут ножом? Это самое вкусное на свете. Это все люди любят. Верно. А говорите, все забыли. Теперь будем каждый день загадки загадывать, рассказывать сказки, и память вернется. Ах, как хотела бы я выбраться отсюда и напиться из ручья, погреться у огня, умыться дождем и отведать самого вкусного хлеба, какой пекут только в нашем ауле. Девушки, я вспомнила, ведь меня тоже зовут Айгуль. Дев, а Дев, ух, так и убила бы тебя. Дев, Дев, где твоя душа? Вот я человек, и моя душа во мне. А твоя? Отстань. До чего тебе это знать? Я спать хочу. Если ты хочешь, чтобы я была твоей женой, у тебя не должно быть от меня никаких тайн. Твоя жена должна знать все. Ты можешь забыть, где твоя душа, а я напомню. Никогда я этого никому не скажу. Никогда, никогда? Только если сон сбудется во сне, и в третьем сне мне приснится. Ну, хорошо. Скажи тогда, где ты прячешь Айгуль? Где лунный свет проливается серебристым бисером. Ах, как, наверное, там красиво. И, наверное, рядом с этой красотой и твоя душа. Лунный свет, серебристый бисер. Нет на свете ничего прекраснее. Сон сбудется во сне. И в третьем сне приснится.
что твоя душа в надежном месте. Да-да, в надежном месте. В Черной горе. В Черной горе? В пещере. В пещере. А душа? Душа моя в склянке. В склянке. А склянка? А склянка под водой. Под водой. Под камнем. Под камнем? Спи, Дэв. Спи, спи. Не буду мешать. Тебе снится только первый сон. Мурат! Вот и я. Тебя не было целую вечность. Где Айгуль? Ты узнала? Да, сейчас спущусь. Ну, чего же ты? Прыгай, прыгай! Так. А его-то зачем? Поедет с нами. Я с ним не расстаюсь. Едем, скорее. Эй! Эй, эй, вперед! Вот вход в пещеру. Спасибо тебе, змея. Там ничего не видно. Дым. Так, слушайте меня. Может, придется драться. Всем надо быть готовыми. Поняли? Поняли. Да, мы готовы. Вперед, в пещеру! Звенят, что делать? Отшельница, помнишь, говорила о колокольцах? Пойдем, пусть звенят. Ой. Эй, Дэв, поосторожней! Ты думаешь, я мальчик? Я лев, пожирающий девов! Я нарочно превратился, чтоб ты не узнал льва! Я проглочу тебя, и косточек не останется! Вот! Эй, не смей! Не смей! Не смей! О, да ты на цепи! Ты злой Дэв тебя заковал! А меня зовут Аман, теперь я вижу. Ты добрый, хороший, ничуть не страшный Дэв. Я давно мечтал о встрече с таким Девом. Ты хороший, ведь на свете бывают не только свирепые Девы. В сказках об этом говорится. Чу! 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 Чу!
Чу! А ты не дашь мне чего-нибудь поесть? Утром Курбан дает мне на завтрак чурек и молоко в кувшине. Правда, я не люблю пенки. Знаешь, такая сверху. Но я могу выпить молоко, не трогая этой противной пенки. Я могу съесть круглый чурек, не ломая края. Не веришь? Я бы мог показать, если бы ты угостил меня. А в пещере все звенит. Колокольца здесь везде-везде. И на потолке тоже. Что же тут спрятано? Что это? Может, это... скатерть-сачак. Ты хочешь, чтобы я вспомнил волшебные слова? Ты что молчишь? Какой ты неразговорчивый. Это правда скатерть-сачак? Насытить каждого голодного? Она может дать и горячий плов, и свежий чай. Ну что ж, попробуем. Эй, скатерть-сачак, не давай шурпу, не давай халву. Не нужны мне ни курт, ни кишмиш. Дай то, что задумал Дэв. Хочешь посмотреть, как выпить молоко, не трогая пенки? Покажу. А теперь показать, как съесть чурек, не ломая края. Разговаривает кто-то в пещере. Наверное, унес еще одну девушку. Злой Дэв. Чу! Поняла. Успокойся. Дэв проснулся. Погоняй скорей. Чу! Оказывается, здорово я проголодался. Сегодня у нас и крошки во рту не было. Жаль, что ты не задумал орехи. Я их очень люблю. А ты, может, тоже хочешь поесть? Искатерть-сачак, не давай шурпу, не давай халву. Не нужны мне ни курт, ни кишмиш. Дай то, что задумал Дэв. Ой, как ты смешно ешь. Глотаешь, не прожевывая. Но ничего, я научу как надо. Я никогда не забуду родных. Но они забыли обо мне. Где Мурат, возлюбленный мой? Почему он сама нам не спешит освободить нас? Где она? Гюль-Джамал, где ты прячешься? Найду!
Думаешь меня перехитрить? Не будет этого! Не будет! Не сбежишь! Из-под земли достану! Далеко не уйдешь! Никого в пещеру. Охраняй все, что там есть. Горе тебе, если кто проникнет. Ты что? Ты что? Отпусти меня! Ты ведь не злой! Ты добрый! Добрый, Дев! Пусти меня! Быстрее! Надо отыскать вход в пещеру. Как он туда попал? Теперь его надо спасать. Не забудь, склянка под водой, под камнем. Отпусти меня! Отпусти! Отпусти! Аман! Ура! Ура! Он пришел, пришел! Отпусти меня, отпусти! Айгуль где? Где Айгуль? Уходи, да он не умеет разговаривать, молчит. В воду прыгай, Аман. А в воду-то зачем? Прыгай, тебе говорят. Там склянка. Должна быть под водой. Под камнем.
Вот нашел! Разбей! Разбей ее, Аман! Разбей? Скорей разбивай! Скорей! Мурат, ты нашел меня. А я всегда был с тобой. Злой Дев превратил меня в кота. Но разлучить нас не смог. И мы всегда будем вместе. Верно, сильнее злых чар. Где Айгуль? Отвечай! Дев мой друг, Дев хороший. Дев хороший. Заговорил! Заговорил! Дев хороший. Заговорил! Хороший Дев. Аман, мы здесь. Кто на мою голову с неба свалился? Я нашел то, что потерял. Я не надеялся на чудо. Айгуль! Ой, Дев тоже здесь добрый! Добрый, хороший, ничуть не страшный. Идем наверх к солнцу. Ну смотри. Это же дочь Ата Ага, Гюльджамал. Айгуль! Смотри! Это же верблюды моего хозяина. Ты хороший, Дев. Мы будем дружить. Правда, Дев? Ну не молчи. Ну скажи что-нибудь. Так ли это было или нет, но говорят, в те далекие времена, когда бродили по земле караваны, один добрый Дев будто бы подружился с мальчиком. Но это уже другая сказка.